Всем десерт! Ой, всем привет! С вами Сладкий Вуван. А почему сладкий, узнаете совсем скоро. Меня зовут Валерия Голубева, и в этом выпуске. Мастер-класс по личному бренду, интеллектуальная игра «Пирамида», проект «Активный выходной день» и немного сладенького на десерт. 12 октября в главном корпусе Сыктывкарского университета состоялся мастер-класс «Личный бренд. Инструмент достижения профессиональных целей». Спикером выступила Эльвира Элатовская, руководитель проекта пиар-движения Республики Коми и ведущий специалист в области пиар-технологий и коммуникаций. По словам автора, цель мастер-класса – помочь активным молодым людям продвигать свои проекты. На встрече Эльвира Элатовская рассказала, как строить личный бренд в профессиональной сфере. Также она раскрыла секреты создания имени и построения репутации. Главное, чтобы человек понимал, хочет ли он в будущем стать экспертом, профессионалом в своей области, потому что личный бренд, он нужен любому специалисту, который хочет состояться в своей сфере деятельности, в своей профессии. Завершился мастер-класс обсуждением вопросов от участников. Вторник этой недели выдался богатым на события. Пока одна часть студентов обучалась выстраивать свой личный бренд, вторая поучаствовала в новой интеллектуальной игре «Пирамида». Свои базовые знания в разных сферах проверили не только участники шоу, но и члены нашей команды. Об этом и многом другом в нашем сюжете. Идею интеллектуальной игры «Пирамида» придумал студент правкома СГУ имени Петерима Сорокина Карен Восконян. Цель «Пирамиды» – найти логику там, где ее нет, развить свой интеллект и получить удовольствие. Я смотрел огромное количество интеллектуальных шоу, сделал такой синтез для себя в голове и вдохновился идеей создать то, чего никогда не было. Я понял, что, например, Владимир Ворошилов, когда создавал «Что, где, когда», этого же тоже никогда не было. Я думаю, в этом плане, конечно, я не такой великий, но можно же попробовать и рискнуть. Вот я и решил создать. Кроме базовых знаний, участникам понадобились смекалка и остроумие. По сценарию их ждали 4 основных блока и 5-й решающий. Команды выполняли различные задания наподобие известных игр. Закончи ряд, кто хочет стать миллионером, объедини понятия и 3-й лишний. Очень интересно, во-первых. Очень весело. Получили кучу эмоций. Ну, я думаю, со мной мои солидарны сокомандники. Вот. И в целом очень понравилось, очень крутой формат. Надеемся, что он будет дальше развиваться. По словам организаторов, формат пробной игры получился. И идея «Пирамиды» будет существовать и развиваться дальше. Валерия Голубева, Полина Холодова, Владислав Копылов. Специально для Вувна. Не знаете, чем занять себя в выходной? Отличным решением станет подвижный отдых на природе. С начала учебного года в университете функционирует проект «Активный выходной день». Каждую субботу для студентов и сотрудников опытные преподаватели СГУ проводят вылазки за город, где обучают начальным туристическим навыкам. Горячий чай, хорошая компания и песни под гитару у костра не позволят вам заскучать. Желающим принять участие рекомендуется надевать удобную и непромокаемую обувь. Сбор проходит с 14:30 до 15:00 возле гостиницы «Динамо». После сформированная группа стартует на маршрут, разработанный Центром физической подготовки и спортивно-массовых мероприятий. Задания для участников включают в себя разжигание костра, ориентирование на местности, удлиненный пеший маршрут и полосу препятствий. Принимают участие все желающие, без ограничения. Тут у нас несложные элементы, не больше 5-6 километров переходы на местности и, конечно, изучение каких-то элементов. Переправа, азимут, как взять, как найти в лесу дорожку, выход к месту исхода и так далее. Помимо хорошего отдыха, у участников активного выходного дня есть возможность получить призы. Для самых активных студентов организаторы приготовили сертификаты и подарки. Они будут вручены по окончании проекта в конце декабря. В начале выпуска мы сказали, что с вами Сладкий Вуван. Все потому, что на этой неделе отмечался необычный праздник – День десерта. Наша команда не смогла пройти мимо такого повода покушать и кое-что приготовила. А помог нам в этом студент 4-го курса медицинского института СГУ имени Петерима Сорокина Таха Салиман. Готовьте ложки! Вас ждет египетский десерт фах-фахина. Всем привет! Меня зовут Маша, это Таха, и сегодня мы будем готовить египетский фруктовый коктейль. Что конкретно мы будем готовить, Таха? Ну, будем готовить сегодня, как называется у нас, это фах-фахина. У нас есть вот банан, яблоко, и виноград, и киви. И еще сок и мороженое. Что мы сначала делаем? Ну, сначала вот банан можно чистить сначала.
Как мы их режем? Ну, вот круглые вот такие. Дальше мы чистим яблоко. Яблоко надо чистить их хорошо. Кто может делать этот десерт? Ну, это простой десерт. Можно, любой человек это сделает. Но дома можно сделать, если кто-то не волен. Но просто доехать до магазина, там в Египте много магазинов, они это продают. Поэтому это несложно. Но можно уже начинать добавлять фольги, чтобы места хватало. Чуть-чуть можно добавлять яблоко. Получается, мы сначала добавляем яблоки в наш бокал. Сколько яблок? Их еще нужно оставить или мы все добавляем туда? Нет, чуть-чуть вот так это хватало, чтобы еще есть другие фрукты, чтобы хватало. Там небольшой вот тут. Хорошо. Так, мы положили в бокал фрукты. Что мы делаем дальше? Дальше мы можем добавлять чуть-чуть сок манго. Просто чуть-чуть. Это обязательно должен быть сок манго или можно взять другой любой сок? Нет, можно любой сок, но потому что просто мы выбрали манго, потому что эти фрукты подходят вместе. Но можно и вместе это сок еще, например, банан. Но ничего страшного. Хорошо. Так, мы налили сок, что мы делаем дальше? Дальше мы будем чистить киви. Киви мы тоже нарезаем так же, на мелкие кусочки? Да, тоже. Киви даже не хочется резать. И, конечно, там, эти фахфахина или коктейль, в Египте они, разные и много. Потому что есть фрукты, которые в Египте, они не в России бывают. Потому что, мы выбрали это, потому что просто легко, и эти фрукты, есть в России. Вот, киви добавляли. Можно дальше добавлять, остальные яблоко, чтобы будет, красиво. Просто чуть-чуть тут яблоко. У нас остались еще бананы. Да. Что мы делаем с ними? Бананы мы добавляем в конце, чтобы, будет видно просто. Потому что банан, надо видно будет, он красиво. И если будем лично говорить, я люблю его очень. Потом можно сок. И тоже остались у нас виноград. И добавляем в конце виноград. Да. Так, его нужно разрезать. Просто чтобы, чистить его, если кто-то хочет добавлять, как остальные фрукты, можно тоже сделать. Мы добавили все фрукты, что нам еще осталось добавить? Только осталось, последний рецепт у нас, это мороженое. Сколько мы кладем мороженого? Просто чтобы одну ложку, чтобы будет красиво и хватало места, да. Таха, а как его нужно есть? Сначала, который вверх, с ложкой просто, потому что, что будет легче. И просто, можно просто вот так начинать, и все. Вот и все, наш египетский десерт готов. Приятного аппетита! Кстати, на этой неделе отмечался еще один праздник, очень важный для нас. Нашей кафедре журналистики исполнилось 10 лет. Мы от всей души поздравляем преподавателей, студентов и выпускников кафедры. Елена Александровна, Ольга Владимировна, Алексей Александрович, Елена Александровна, Александра Анатольевна, вы лучшие! Мы вас очень любим! Спасибо вам за то, что вы есть! Сегодня все. Не забывайте принимать витамины, побольше гулять на свежем воздухе и смотреть наши выпуски. Всем пока-пока!